Лидер украинской оппозиции Виталий Кличко заявил, что антиправительственные демонстрации будут продолжаться по всей стране. В интервью «Радио Свобода» лидер партии «Удар» отметил, что оппозиция планирует в скором будущем серию кратких национальных забастовок, которые постепенно перейдут в более продолжительные. Массовые уличные протесты на Украине были вызваны решением правительства отложить подписание соглашений об ассоциированном партнерстве с Европейским Союзом. В Волгограде, где первые жертвы двух недавних террористических актов были преданы земле, местные жители продолжают приносить цветы на места повиновения. Жертвами террористического акта на вокзале Волгограда 29 декабря и в троллейбусе 30 декабря стали по меньшей мере 34 человека. В городе Пешавар на севере Пакистана местные жители микрорайона Реги разгромили и сожгли полицейский контрольный пункт в знак протеста против произвола полиции. Протестующие утверждают, что работник местного сельскохозяйственного университета был застрелен полицией в ходе обыска в его доме. Жители заблокировали дороги, проходящие через микрорайон, требуя немедленной отставки начальника местной полиции. Многим жителям и гостям крупнейшего города Казахстана, Алматы, пришлось выстоять несколько часов в огромных очередях, образовавшихся в канун празднования Нового года практически во всех продуктовых магазинах и на рынках города. Десятки велосипедистов, одетых в костюмы Деда Мороза, проехали по центру киргизской столицы Бишкека, пропагандируя здоровый образ жизни. Проект был спонсирован Федерацией горного велосипедного спорта в Бишкеке.